Сложно на самом деле как-то что-то предполагать и предугадывать, но хотелось бы, чтобы это произошло. Вот. Я думаю, что через 100 лет, да, будет очень большая индустриализация. Индустриализация именно вот нашего региона, вот, нашей республики. Вот. Будет, мне кажется, очень сильно развита промышленность. Вот. Будет очень много приезжего народа, некоренного народа. Вот. И есть некая опасность потерять свое лицо якутскому народу. Вот. Почему? Потому что нынешнее поколение вот, молодых людей, они немножко вот сейчас как бы, ну, потому что я вижу, что слышу, да, то есть как бы начинаем терять свой язык. Потому что не наши узкие глаза, не наши кривые ноги, не наши черные волосы нас не делают якутами, да? Нас делают якутами наш язык. Потому что язык – это основа нации. Вот. Поэтому если мы сохраним свой язык, тогда мы сохраним свою культуру и свою самоидентичность как народ. Последние годы, вот в последнее время, как бы мы видим, что мы все-таки делаем очень правильные шаги в эту сторону, то есть мы все-таки начинаем как-то возрождаться как нация, вот. Мы начинаем держать свою культуру как-то более на таком уровне высоком, то есть понимаем, что нет культуры, нет будущего. Вот. И это самое главное на самом деле, как бы такой краеугольный камень, на котором, мне кажется, дальше будет идти развитие нашего народа. Что касаемо вообще как бы будущего вот нашего района, допустим, да, Нерюнгринского, вот, ну, здесь очень много перспектив, опять же, в промышленном смысле, как бы, да, потому что тут как бы очень много залежей полезных ископаемых. Вот. Я очень надеюсь, что все-таки будет развиваться еще и металлургия. То есть это, в общем-то, уже тяжелая промышленность, которая как бы, ну, имеет такой хороший вес. Вот, соответственно, и наш регион, наша Якутия будет иметь хороший вес именно в промышленности. Что касается экологии, да, экология, ну, сейчас, как бы сейчас это кажется таким, каким-то очень таким простым и легким вопросом, да, решаемым вопросом. То есть, как бы мы чуть-чуть тут покопали, тут же как бы его закрыли, и на это все хорошо, все закончилось. На самом деле, когда это будет происходить в массовом, таком в большом масштабе, это, конечно, будет, с одной стороны, и некой трагедией, наверное, да, экологической такой, может обернуться экологической катастрофой. Вот. И, ну, очень хотелось бы, чтобы все-таки те недропользователи, которые у нас работают вот у нас в республике, все-таки понимали это дело, потому что на самом деле как бы и законодательная база этого есть, да, то есть недропользователь, то есть как бы который порушил, допустим, целостность земного покрова, он должен как бы потом его рекультивировать, да, то есть вернуть в исходное положение. Вот. Что сейчас на самом деле как бы происходит, ну, не всегда правильно. Вот, и не всегда так, как хотелось бы. Вот, потому что я как-то пролетал, ясная погода была, пролетал над Алданским районом и видел речки наши. Вот эти речушки, маленькие речки, которые были исполосованы вот этими, значит, драгами, и они не имеют уже не русло природное свое, да, гибкое какое-то, вот изгиб реки, они стали какие-то геометрически правильные, какими-то квадратами, вот какими-то зигзагами правильными, прямоугольными сейчас текут. Вот. То есть как бы вроде как происходит такое изменение исконного, да, исконного того, что должно было быть на самом деле, да, как бы, да, у нас, как бы вокруг нас. Вот. И мы как бы, ну, видите, это неизбежно на самом деле. Неизбежно, это все будет меняться, это все будет все равно как-то, все равно это будет некое как бы разрушение целого, да. Но тем не менее мы все равно должны стремиться к тому, чтобы все-таки вот сохранить то, что сейчас имеем, потому что ранимая очень наша природа северная, и она очень долго восстанавливается, к сожалению.
Ну вот. Поэтому мы должны это понимать уже сейчас и как-то вот, ну, делать все возможное, чтобы это все возвращалось. Вот. И то, что сейчас вот как бы вот у нас как бы лесопосадки эти идут, да, какие-то вот акции такие, это на самом деле очень здорово. Это не просто такая как бы, да, ах, какие мы молодцы, что мы вот это сделали, да. Это на будущее, на то, что будет потом для наших потомков, те, которые придут после нас. Допустим, когда пришел человек вот в Южную Якутию, вот именно, допустим, наш район Нерюнгринский, да, здесь же, в общем-то, как бы земля была целая. Она была живая, она как бы жила по своим законам. Вот. Ну и, соответственно, когда начала развиваться промышленность, тут как бы все немножко порушилось. И очень много получилось того, что как бы, да, вот те же оленеводы, допустим, да, как бы потеряли свои такие, ну, угодья, пастбища, допустим, для оленей, да, которые свои и кочевые места кочевок, по которым они ходили с оленями. То есть это все начинает немножко сейчас перемещаться. Вот. Очень опасная штука, на самом деле, вот эти вот трубопроводы. Тот же газопровод, нефтепровод, который как бы перекрывает миграционные пути. Допустим, тех же оленей, да, диких животных, которые мигрируют по своей природе. Вот. Поэтому вот, когда вот мы говорим о том, что вот надо бы как-то вот более серьезно отнестись к этому, то есть мы должны уже сейчас изначально об этом думать. Вот. И сейчас как бы немножко мы неправильно идем, мне кажется. Мы говорим с детьми, с подрастающим поколением о том, что в первую очередь они должны быть людьми. Они должны быть людьми сопереживающими, понимающими своих рядом живущих друзей, родителей, да, знакомых, незнакомых. Вот об этом мы как бы, в первую очередь мы об этом говорим, потому что человек, чем раньше он узнает, как бы, да, реальность чужой беды, чужого горя, так, значит, тем раньше он становится таким личностью, становится личностью. Вот, личностью цельной, вот, понимающей как бы вообще как бы вот саму жизнь. То есть человек, он еще маленький, он, казалось бы, да, совсем маленький вроде как, еще вроде как ему много чему надо учиться, да, вот, он уже на самом деле это уже личность, это уже человек. Поэтому вот, и вот если мы как бы вот достучимся до сердца этого человека, и он вырастет именно человеком правильным, вот тогда у нас и общество будет правильным. Что касаемо вообще театра, да, театрального искусства, в общем, театр много раз хоронили. Очень много. Когда появился кинематограф, говорили, все, народ в театр не пойдет, зачем, вот в кино будем смотреть, да. Вот. Потом, когда появилось телевидение, то же самое говорили, зачем в театр не надо, вот как бы мы будем дома сидеть вообще на диване, вообще прекрасно, никуда ходить не надо, ни в кинотеатры, ни в театр. Вот. Тем не менее, это такая потребность человека в театре, в живом общении, в живой энергии со сцены, когда глаза в глаза мы разговариваем с зрителем, да, и зритель как бы видит нас, и он тоже как бы такой, ну, получает некий заряд эмоций какие-то, которые выплескиваются опять же со сцены на него, а он обратно отправляет как бы таким бумерангом на сцену. Вот. Поэтому театр будет жить, конечно, будет жить. Он будет востребован всегда. Потому что, ну, как вот в той песенке-то поется, да, что театр не мода. Вот. Это вечное дело. Пока живет человек на земле, пока он ищет общение друг с другом, он будет искать именно свой театр, он будет идти в театр, ходить в театр. Что касается театра кукол. Ну, театр кукол, на самом деле, он не стоит на месте, да. Казалось бы, мы занимаемся, делаем кукол еще по старинке, из того же папье-маше, вот. За ширму прячемся иногда выходим из-за ширмы. Вот. Сейчас уже как бы актеры и куклы вместе работают, да.
Очень много сейчас кукольных моментов. Вот, ну, допустим, вот взять наш театр, да, Якутский театр. Очень много кукольных моментов и в других театрах, да, драматических театрах. Вот, театр Ланхо очень активно этим занимается, насколько я знаю. Вот. То есть в этом есть необходимость, потому что это такое обогащение, взаимообогащение вот, разных жанров. Вот. Поэтому, мне кажется, ну, театр кукол, он как вот сольется вообще воединое какое-то. Наверное, будет какой-то, не будет разделяться, мне кажется, да, в будущем. В далеком-далеком будущем, наверное, не будет как бы разделения там кукол, драма, там опера. Вот. Мне кажется, это все должно как-то, мне кажется, сольется в единое какое-то искусство. Очень такое синтезированное, интересное. И я даже в этом вижу некую такую перспективу театрального вообще искусства. Вот. Вообще, этим уже сейчас занимаются многие, да, в мире. И я думаю, это и нас тоже застанет. Тем, кто будут после нас. Самое главное, чтобы они не забывали прошлое. Потому что без прошлого нет будущего. Вот. Настоящее это сейчас сиюминутное, да, мы как бы даже и не ощущаем, что мы вот сейчас как бы вот живем и не понимаем на самом деле, что мы все равно стоим ногами в прошлом и взглядом смотрим в будущее. Вот. Поэтому вот тем грядущим хотелось бы сказать, чтобы они все-таки не забывали прошлое, из чего все начиналось, основу своей.